после распада Советского Союза деревня Еланка, по идее, распалась. Здесь раньше, значит, вот эту деревню Еланка основывали первые ямщики. Первые ямщики, и здесь деревня была такая деревня, и когда во время войны здесь пшеницу собирали так же, как на Украине. Люди очень трудолюбивые были. И, значит, а сейчас вот деревня была в запущенном состоянии. Одним из первых возрождений этой Еланки являюсь и я. Почему? Потому что мои родители здесь родились, и мама решила, значит, вернуться под старость на свою землю. Поэтому мы здесь построили дома построили, и теперь возвращаются вот именно дети бывших, то есть бывших не бывает, дети имщиков, которые основали вот эту вот деревню. Естественно, конечно, понятно возмущение этих наших земляков. Почему? Потому что мы, когда получали эти земельные участки, очень было сложно их узаконить и, значит, строиться. Почему? Потому что очень много было проблем для того, чтобы получить земельные участки. Некоторые, даже пытаясь получить земельные участки, до сих пор не смогли получить эти земельные участки и отказались от этой идеи. Но мы настойчиво действительно добивались получения этих земельных участков. Мы построились. У меня в собственности здесь и дом, и земельный участок, который получила, по идее, моя мама. Она у меня перешла по наследству. И сейчас я вот односельчан своих, которые здесь, по идее, приезжают в основном как дачные участки, летний период, строятся, очень много построились, конечно. Еланка возрождается, но возрождается не как населенный пункт, а как вот именно дачные строительства. На свои средства, на свои деньги, которые мы собрали, потомки ямщиков, мы построили вот эту вот часовню. Первое наше строение – это была вот эта вот часовня в память наших предков. Ну и потом стали строиться и приезжать. И вот именно как-то, знаете, у нас и книги вышли в отношении наших предков-ямщиков. Люди стали знать, кто такие ямщики и так далее. До этого, в общем-то, никому не интересно было. И поэтому, значит, сразу же появился интерес других людей. Стали появляться у нас туристы. Очень много сейчас приезжают. У нас здесь музей. А теперь получается так, что появилась у нас некая Хатылык-Туймада. Откуда-то, я не знаю, это не местная. И здесь получается так, что она почему-то в Еланке получила где-то около 10 земельных участков. И самое главное то, что вот сейчас она в прошлом году в подворье нашего музея, значит, завела хозяйство свое. Привезла, значит, козлов, козлят, кур и так далее. И прямо в подворье музея она держала эту скотину. А нынче она уже начала там строительство хатона. Опять же таки, вот именно на территории подворья. Для нас это, в общем-то, считается как бы унизительно и очень обидно. Почему? Потому что мы считаем, что вот эти места у нас священные места. И мы специально вот эту часовню построили для того, чтобы, значит, в память наших предков. И мы вот на этой территории, которую вот вы видите, здесь, значит, мы проводим дни Еланки. Каждый первый выходной июля собираются все те дети, предки, дети ямщиков. И мы здесь проводим праздники, приезжают с концертами. Администрация Улаханана проводит нам такие праздники, приезжает с концертами, даже с Якутска приезжает. А тут получается, что сейчас, в настоящее время, мы даже вот этот вот праздник не можем провести. Почему? Потому что вот этот участок, который сейчас выделили Хатылык-Туймада, оказывается уже в собственности. Те земельные участки, которые мы проводили здесь праздники. И поэтому возмущение, конечно, земляков моих я понимаю. Почему? Потому что если они эти земельные участки получали с трудом, и только после построения в собственность, то у Хатылык-Туймады эти земельные участки, получается, еще никаких строительств нет, а уже
у ней в собственности. Стали, когда мы, значит, выяснять, в чем дело, получается, что каким-то образом она уже эти земельные участки оформила в собственность. По закону это незаконно. Почему? Потому что земля выдается сначала в аренду, а потом уже в собственность после построения. А здесь о никаком построении речи не идет, а только вот там, где огорожено подворье, на этой территории, нынче вдруг она собирается построить хатон для своего хозяйства. То есть для того, чтобы вот именно на территории подворья, как мы считали, значит, держать скот. Но это не кощунство ли над нашими чувствами? Я считаю, что это кощунство. Эта земля, она пропитана потом предков наших. Они каждый метр земли отвоевывали у природы. И сейчас происходят непонятные никому дела. Захватывается земля. Построили жители сами на свои средства вот эту часовню. Здесь собираются каждый год потомки государевых имщиков. Проводят праздники всевозможные. То есть место сбора, как-то, ну, святое место здесь около этой часовни. И как мы узнали, оказывается, эту землю отдали в частную собственность. Без вашего ведома, да? Без нашего ведома. Я считаю, что куми Хангаласского улуса необдуманно раздает участки. Вот даже взять, внизу участок раздали. Там захоронены первые поселенцы деревни Иланка, имщики. Там же кладбище. Как можно на кладбище давать участки? Почему не советуются никто с местными жителями? Не выезжают, не смотрят, где они дают эти участки. То, что показывает спутник, это не всегда верно. Вот как получилось, что почти до часовни участок отдали. Но мы считаем это незаконно. Ну, мы-то здесь, я говорю, здесь корни наши, корни. И вот так вести себя, как ведет вот эта вот новая жительница, это просто недопустимо. Недавно мы узнали, что земельный участок рядом с часовней был передан в собственность неизвестным людям. Притом в течение месяца участок был переоформлен садово-огородническое в туристическое назначение. Мы хотели бы обратиться к руководству Хангаласского улуса с просьбой проверить законность выдачи этого земельного участка, потому что данный участок является общественным местом, где проводятся культурные мероприятия жителей Иланки. Живу здесь очень давно уже, и вот эти места, где сейчас находится подворье, вот этот вот дом, мы раньше здесь садили картофель. Значит, и администрация попросила, значит, освободить это место из-за того, что здесь будет строиться комплекс ямщицкое подворье. Значит, на въезде в деревню висел большой плакат, где там, ну, практически вот само подворье это было, гостиницы, там чуть ли даже не столовая, там, то есть, ну, здесь должен быть вообще быть такой этнический центр, как бы сказать. Но в итоге вот построился только вот это подворье, которое постепенно потом, ну, не знаю сейчас, кому оно принадлежит, кто им владеет, в общем, открыто все растаскивается. Собирали мы тоже все эти экспонаты всей деревни, тоже у кого что во дворе находилось, приносили, как говорится. Ну, то есть нас попросили, мы место отдали. Нам выделили другие участки. Ну, я думаю, что тоже нынешний владелец этих участков, наверное, тоже поступит примерно таким же образом. Безвозмездно оставит. Ну, выше туда, на горе, там очень много участков, которые можно, в принципе, занять, если так сильно человеку нужны эти участки, ради бога. То есть хотелось бы, чтобы вот эта земля, вот речь идет о вот этой, да, части? Да, то есть эта земля, она осталась за ДНТ, так называемым. То есть, чтобы... Вот она идет, вот идет... Да, по краю оврага. Оврага. Вот по стене этого, так скажем, этого...
Да. И вот к сцене получается, да? Да, вот сцена, это тоже сделано было для того, чтобы вот тут праздники проводить, тут собирались, тут концерты давали, дети выступали, и ансамбли приезжали. А сейчас эту сцену может захватить частный собственник, и придется с ним уже договариваться. Ну, получается, да, а там уже как, надо будет просить разрешения, чтобы нам собраться здесь. Как бы, а это исконно было такое место общественного пользования, да. Мы сейчас находимся в селе Еланка. В прошлый раз мы тоже здесь встречались. Меня зовут Ариносов Александр Сергеевич. Я являюсь председателем дачно-некоммерческого товарищества Еланка. Обращались, получается, в прошлый раз по нарушениям земельного законодательства. С 2007 года мы ведем переписку с администрацией района, обращались неоднократно в прокуратуру Хангаласского района. Почему мы сейчас именно здесь? Потому что с 2007 года мы говорим о том, что необходимо здесь земельные участки освободить, так как они в настоящее время на карте, если так технически посмотреть, вот находимся вот здесь. То есть на самом деле здесь все в собственности, либо все в аренде. 80 земельных участков здесь находятся в аренде и где-то 20-30% здесь находятся в собственности. Потом сроки по аренде, они давным-давно истекли. Земельные участки брались в 2007 году, 2006 году, 2009 году. Но до настоящего времени не освоены. Мы неоднократно обращались, чтобы вот эти земельные участки освободили, и здесь вот люди могли нормально устроиться, ну, как вот сзади, вторая линия, так как здесь уже подведены коммуникации. Однако нас почему-то не администрация, несмотря на то, что прокуратура в 2008 году вносила представление на имя администрации Хангаласского района. Здесь прямо указано о том, что необходимо приехать и провести реструктуризацию данных земельных участков и неосвоенные земельные участки, чтобы вернули собственность администрации, чтобы можно было выдавать нормальным образом эти земельные участки. Но как мы видим, прошло 2 года, а ВОЗ поныне там. То есть нарушение выявлено, внесено представление об устранении нарушения, но нарушение на настоящее время не устранено. Сегодня также давали комментарии жители села Еланка о том, что у нас произошел там самозахват земельного участка возле часовни. Этот захват произошел. Почему мы называем захват? Потому что, когда оформлялась данная земля в собственность, она, как мы считаем, была оформлена с нарушениями. В частности, не имея постройки, этот человек в течение 2 месяцев умудрился оформить земельный участок в собственность. А как мы видели, там нет никаких строений. Кроме того, мы неоднократно обращались, чтобы земельный участок за подворьем тоже сохранили для, как бы скажем, культурного наследия в виде подворья, и сзади подворья можно было что-то делать в культурных ценностях, либо продолжить там оформление этого подворья. Но опять же нас ни администрация, никто не услышал, сказали о том, что этот земельный участок оформлен без нарушений. Хотя, если будем смотреть мы земельный кодекс, у нас прирезка невозможна свыше 10%. Поэтому все жители Еланки очень сильно возмущены. Мы просим, и это, считаю, будет видеообращение к прокуратуре Хангаласской и прокуратуре Республики Саха-Якутия, чтобы провели антикоррупционную проверку в КУМИ Хангаласского района по факту незаконной и с нарушением земельного законодательства выдачи земельных участков. Вы понимаете, это ее территория вплотную, буквально метров 10 примерно, вплотную к часовне подошли. Ну что это такое? Мы обращаемся ко всем, кто меня слушает, которые все это прекрасно сами знают, и к администрации. Так нельзя делать. Пусть они находят места, выбирают там какие угодно места есть там. Но почему в исторический центр люди влезли? Почему им способствует вот это руководство Покровска?